Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 46-летний житель Мирного обвиняется в том, что присвоил деньги, оставленные в лотке банкомата предыдущим пользователям. Как отметили в полиции, незадолго до происшествия жительница города попыталась снять деньги в одном из банкоматов, но аппарат по каким-то причинам не выдал наличные. Тогда женщина забрала карту и ушла, так и не заметив, что с карты снялось 10 тысяч. Оставленные в лотке терминала купюры заметил подозреваемый, который зашел вслед за потерпевшей. Он просто присвоил деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Заметим, что это не первый случай в Мирном с оставленными деньгами в банкомате. В ноябре задержали 31-летнего местного жителя, который взял оставленные в лотке 60 тысяч рублей. В апреле в зависшем банкомате женщина оставила 70 тысяч. По подозрению в краже задержали 49-летнего мирнинца. А в столице республики квартирант обокрал арендодателя. Женщина сдавала жилье, а когда пришла проверять квартиранта, то обнаружила пропажу телевизора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец Вилюйского района. Квартиросъемщик похитил телевизор и сдал его в ломбард. Вырученные 3000 рублей потратил на алкоголь. Похищенный телевизор изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет бесплатного жилья. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего генерального директора строительной организации «Товары Саха-Якутмеспрома» Самбата Саакяна. Дело направлено в суд. Прокуратура города Якутска, Республики Саха-Якутия, утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно привлечение денежных средств граждан для строительства, нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, состоя в должности генерального директора организации застройщика, с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года в нарушении законодательства привлек денежные средства граждан в сумме более 411 миллионов рублей в отсутствие правоостанавливающих документов на земельные участки, не предназначенных для строительства блока номер 6 объекта недвижимости, многоквартирный жилой дом соцкультбытом в 72-м квартале города Якутска по адресу улица Короленко, дом 25. До настоящего времени блок 6 указанного объекта строительства в эксплуатацию не введен. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Переходим к федеральной повестке. В Ростовской области полиция обезвредила 7 кибермошенников и изъяла их вирусные компьютерные программы. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Главного управления МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии задержали 7 участников организованной группы, которых подозревают в серии мошенничеств на территории ряда субъектов Российской Федерации. Было установлено, что по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, злоумышленники рассылали СМС-сообщения с вредоносным программным обеспечением. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства. По предварительной информации, ущерб, причиненный гражданам, превысил 18 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории городов Москвы, Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы задержаны 7 фигурантов, в числе которых организатор противоправной деятельности и изготовитель программы. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1500 сим-карт, флеш-карты, модемы, а также банковские карты. В отношении 33-летнего лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 соучастникам подписка о невыезде и надлежащем поведении. Переходим к международной повестке. Уже месяц в одном из чилийских портов продолжается стачка докеров. Столкновения бастующих с полицией становятся все более ожесточенными. Главные требования – выплата премий и улучшение условий труда. Конфликт осложнил поставки чилийских фруктов на экспорт. Рассказывает Сергей Берец.
Зарубежные любители чилийских фруктов и ягод рискуют остаться без черники, нектарин, персиков и киви. Экспорт этой продукции упал на 95% к уровню прошлого года в результате забастовки докеров в главном порту страны Вальпараисо. Рабочие объявили стачку в середине ноября. Они требуют выплаты премий, заключения официальных контрактов и улучшения условий труда. Переговоры с администрацией пока ни к чему не привели, признает управляющий портом Хорхе Мартинес. Это влияет на экономику и туризм, подрывает нашу международную репутацию. Нужно срочно договариваться. Протесты приобретают все более жесткие формы. Полиция использует против забастовщиков водометы, дубинки и слезоточивый газ. Активисты – камни и коктейли Молотова. По словам лидера профсоюза докеров Освальдо Кеведо, ситуация будет только накаляться. Мы раньше были настроены радикально, а сейчас станем вчетверо радикальнее. Министр сельского хозяйства Чили Антонио Уокер говорит о кризисе в отрасли и утрате доверия покупателей. Мы обязаны выполнить плановые поставки на внешние рынки. Акции протеста охватили и другие торговые гавани южноамериканской страны. Профсоюзы призывают правительство выступить посредником в споре между докерами и частными компаниями, операторами портов. На этом пока все. Берегите себя.